Салам, братан, брат Саха, хочу тебе показать, как готовится плов. Вот я взял ребра говяжьи, вот 4 кусочка. Сейчас я их хочу порубить, ну, напополам. Вот, для этого я нарезал лук, морковь, 2 моркови, 2 лука, то есть. Дальше покажу тебе процесс сейчас. Дальше я добавляю масло. Масло у нас здесь получается грамм 200, наверное. На полкилограмма мне надо грамм 100. На полкилограмма риса. Я так рассчитываю. Вот, 100 грамм я налил, грубо говоря, чуть добавил. Теперь жду, чтобы масло набрала температуру, чтобы туда положить лук. Вот, брат, лук жаришь, чисто лук. Вот до такого состояния, чтобы он у тебя был темный. Вот. Тогда лук дает расцветку. Теперь я добавлю морковки сюда. Вот. Соответственно, с этим же я поставил чайник. Мне нужна кипяченая вода. Кипяченая вода мне нужна для того, чтобы добавить его, чтобы тушить мясо. Вот в этом прекрасном, как сказать. Сейчас я в масле перемешаю. Вот я до этого писал тебе, говорил, что 200 грамм масла добавил, но его было мало. Я добавлю еще чуть-чуть масла. Вот я добавил еще чуть масла. Теперь сейчас буду это жарить. Через минуту, пока вода у нас закипит, я добавлю мясо. Сейчас минутку еще пожарится. И я добавлю мясо сюда. Также, брат, я добавлю сюда чеснок. Добавлю чеснок. И буду заливать это все дело кипятком. У меня стоит такой средний огонь. Теперь я заливаю кипятком. Чтобы закрыло мясо. Все. И оно будет у меня тушиться здесь до приготовления мяса. Как мясо приготовится, тогда я его уже буду добавлять туда рис. Мясо будет уже обжариваться в то время. Рис заберет всю вот эту сурпу, которая дали нам кости. Плов желательно где делается, чтобы мясо было с костью. Кость дает сурпу. И сурпа вот эта вся, вот морковь, которая все будет тушиться, она впитается все в рис. Вот этот чеснок. Все. Сюда я еще сейчас добавлю, брат, зиру. Вот, по вкусу. Ну, это на любителя, но я люблю зиру. Я раньше добавлял барбарис, но барбарис как бы не нравится всем. Моя семья не ест. Ну, в смысле, не любит это. Вот, а я добавлю сюда зиру. Потом тебе покажу, когда уже мясо затушится, когда буду добавлять рис. И этот процесс я тебе покажу. Дальше, брат, вот так он должен. Когда рис кинул, вот такие дырочки делаешь, кучу собираешь его. То есть от вот этих краев и как бы пирамидку такую небольшую делаешь, дырочки, и пусть она пузырится. И вот так вот ждешь до готовности. Рис распаривается, ты его собираешь и все. Теперь вот, брат, плов у меня почти готов. Я теперь делаю
Вот так вот делаю ямочку, чтобы туда положить вот такой чеснок. Помой его и вот так вот. Вот он просто сюда укладывается, закрывается рисом, закрывается. До готовности мне осталось минут 5. Вот он, минут 5. Самое главное, рис мешаешь поверхностно. Ни в коем случае не трожь дно. Ни в коем случае не трожь дно. Потому что если ты все перемешаешь, это получится у тебя каша. И он будет не такой вкусный. Вот так вот ножом я делаю дырки. Довожу его минут 5 до готовности. То есть скоро мой плов будет готов. В конце я его перемешаю. В конце я его перемешаю. И он у меня будет с замечательным ароматом чеснока. Смотри, какую расцветку он дал, брат. Я ничего не добавлял туда. Чисто вот лук дал свой цвет. Вот, брат, что получилось. Рис рассыпчатый. Вот, я его беру. Вот он. Весь рассыпчатый. Мясо, которое жарилось внутри. Я все это поднял. Сюда вытащил эти ребра. Некоторые, которые куски порезал, мелкие, они остались там. Чеснок тоже. Ну, желательно, когда вот так чеснок ставишь, закрыть крышкой. Минут на 5 еще, на 10. Пока плов чуть-чуть немножко придаст аромат. Ну и все. Сейчас буду я ужинать. Давай, брат. Вот так же сделай. На казане она будет еще вкуснее. На костре.